jalbo, ay mo kan go, чачан галды. Звуки таинственного и древнего, как сам мир сядя, разносятся далеко по округе, будоража сердца и души истинных детей тайги и тундры эвенов, пробуждая томление по тем далеким временам, когда бесчисленные стада ветвисторогих оленей лавиной спускались с гор, заполняя распадки и урочища. Как живут сегодня дети природы эвены? Не потерялись ли в сложном современном мире, в мире новых технологий и скоростей? Не растеряли ли душевную чистоту, детскую непосредственность и житейскую мудрость? Вот что пишет об эвенах известный ученый-исследователь Йохальсон. Особенностью культуры эвенов от иных цивилизаций является экологический и гуманистический характер взаимодействия человека, социальных сообществ людей с природой. Духовные качества эвенов, способность к сопереживанию, особая генная толерантность всегда поражали исследователей. Сохраняют веселость в нищете, не унывают ни перед какими невзгодами, услужливые, но умеющие сохранить свое достоинство и быть гордыми без чванства. Презирают ложь и могут быть образцом честности, свято хранят старые бумажки, на которых записаны долги отцов и дедов. Поэтичные в речи и щеголеваты манерами, надежная опора государственного порядка. Таковы они были, наши предки. Вчитываясь в эти строки, мы уверены, что каждый из нас узнает своих родных и близких. И сегодня, в век высоких технологий и космических скоростей, мы не должны забыть наши корни и перенести свои лучшие традиции, пронзительную чистоту души, доброту, сердечность в отношениях и любовь к земле матери в эту жизнь, в это время. В республике Саха-Якутия эвены локально проживают в 13 северных арктических районах и в городе Якутске. Общая численность по переписи 2010 года составляет 15 071 человек. Владеют родным языком больше половины эвенов. Преподается язык в большинстве школ как предмет или как факультатив. Эвенский язык – язык северной или сибирской группы тунгусской ветви тунгуса-маньчжурских языков. В эту группу также входят эвенкийский, нигидальский и салонский языки. Наибольшую степень близости эвенский язык обнаруживает с эвенкийским. В основу письменного языка еще в 30-е годы XX века был положен ольский говор эвенского языка, и на основе этого говора к середине 50-х годов начал формироваться письменный эвенский язык, имеющий признаки литературного языка. Языки ряда малочисленных народов переживают сейчас процесс возрождения. Ученые отмечают, что необходимо всемерно поддерживать те языки, которые еще способны обслуживать свой народ, а уходящие сохранить для этносов, как культурную ценность всего человечества. Ведь каждый язык представляет собой уникальное явление, творение человеческого духа, сокровищницу исторического опыта своего народа. Каждый хранит в себе единственную в своем роде картину мира.
Представляется здравая мысль о том, что необходимо найти оптимальные пропорции и формы взаимодействия культурологических наук и культурно-массовой деятельности. Для этого необходимо изучение механизма сохранения явлений традиционной культуры, выявление путей проникновения элементов национальной культуры к условиям современного быта народов Севера, разработка форм усвоения традиционной культуры разными поколениями. Сухие строчки статистики не передают в полной мере той озабоченности и тревоги, какую сегодня испытывают сами представители народа. Если буквально недавно, каких-то 20-30 лет тому назад, родную речь можно было спокойно слышать на улицах, в магазинах и дома, то сегодня ситуация в корне изменилась. В бытовом употреблении язык остался только в нескольких наслегах, в остальных он вытеснен русским или якутским языками. Несмотря на это, благодаря обучению в школе дети начинают владеть языком лучше родителей. Это показывает и участие в республиканских олимпиадах, и в выступлениях детей на различных фестивалях и конкурсах. Для полного владения языком самим родителям необходимо создавать языковую среду в семье, прививать любовь и почитание к культуре и языку. Нет, я не последний, люблю своего оленя. Олень со мной столетия и тысячелетия. Аран мой, аран, в жару и буран, ты мой дом, ты моя пища, ты мой друг, ты моя одежда, ты моя надежда. Трепетное признание в любви к оленю, основе жизни и мировоззрения эвенского народа. Олень – единственный друг, который не предаст, согреет и накормит, в непогоду выведет к дому. Оленеводство – основное занятие таежных и тундренных эвенов. Это источник жизни и благосостояния. Это образ жизни эвенов. И тем острее вызывает тревогу спад оленеводства в республике. Некогда тучные стада поредели, и по широким пастбищам пасутся уже немногочисленные стада, а где-то олень ушел совсем. Труд оленевода сложен и труден. В любое время, в любую погоду, часами не слезая с седел, охраняют они оленей. В нашей республике принято много законов, в частности, о северном оленеводстве, но сегодня такой закон необходим и на федеральном уровне. Закон, в котором жизнь и права оленевода были бы надежно защищены.
Только тогда появится надежда на то, что заполнятся звонким хорканьем опустевшие пастбища, дымом от множества чумов и ранг, звонкими детскими голосами, и усталый счастливый оленевод после нелегкой вахты вернется в тепло и уют домашнего очага. Baldaşa törümü, aç hernen namamdaz, odal cevitten, ebedi törülken, hoyal bu cint taşında. Baldaşa törümü, eğer törütten, cul gider cugorma, nerine şavutar. Baldaşa törümü, en mumusmenni, tögemi törümü, nötencin bul gitan. Baldaşa törümü tögemi, höntemun min törümen hanglas, gerçek yalkan eliyojini, merguci handi mямlanas. Балдаша törümü enidin, Богата и красиво певучая эвенская речь. Богата земля якутская на таланты. Автор первого эвенского романа, поэт и педагог Платон Афанасьевич Степанов Ламутский. Он был мужественным, принципиальным, стойким и непоколебимым в своем выборе человеком. Как сын своего народа он задумывался над его судьбой и всем своим трудом, творчеством помогал родному народу, выполнил перед ним свой гражданский долг и верил в его будущность. Платон Ламутский, омчини хорылни. Чолбаня оратла, хунгел хабдарин, таракам этанду, омчини баюдин. Нюлтен этим губер, буги дыхуттин. Гедалкан нюрди, омчини икоптин. Тенке дебидин, ним бул кандим, тунгер дебидин, нем балын кандин, кадар дебидин, хел калын кандин, батан дебидин, нун талам кандин. Хопкихо омчини, хорылни бихеп, энен бугур опки, аймакан гухакреп, орекчен дулан, батам унгидип, муткашем гухакреп, омчини дёнгидип. Тенке дебидин, нем бул кандим, тунгер дебидин, нем балын кандип, кадар дебидин, хел калын кандип, батам дебидин, нун талам кандип. Первый ученый-лингвист из эвенов, поэт Василий Дмитриевич Лебедев, оставил свой великий дар нам, потомкам. Василий Дмитриевич в 1970 году успешно защитил диссертацию по эвенскому языку и получил научную степень кандидата филологических наук. Он является первым ученым из числа эвенов. Его фундаментальные научные труды «Язык эвенов Якутии» и «Охотский диалект эвенского языка» до сих пор не теряют своего научного значения. Он писал учебники и учебные пособия по эвенскому языку, собирал фольклорные материалы, сопровождая их научными комментариями. За свою короткую жизнь он проделал огромный труд, открыв миру и для мира культуру и язык эвенов. Гарпун алкан нелкани, төріңіт ханисаң сен, калдыт кадар чул баня бейлгі төвің сен, тәңкіңі чул баня нөкчейді сен, мұшиддет үнңі жен, төр аян бүкетін жалқаң сен, үвісіл нұрганди хәжетін ұлдалдан, ұл талки ұлдуқанны тігалі хәжетін көмкімен, кадар хәжелінді күн, үсін төр хит келен, Итуки мёричи омот хамолдар тортан надирална чайлан бул тамка чалан улгыптым маранга белгам жорн оди жор тамкаптам улгемдам юлас кеман нануалтан кабинетук урилдин жин тораңат ажатна чырыгыр эракнян маранга белгапаны улгедукун умкакан чурит этаны говориптым. Замечательный сын и гордость эвенского народа, Якутии и всего крайнего севера Андрей Васильевич Кривошапкин, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, народный писатель Якутии Андрей Васильевич всю свою жизнь посвятил служению народам Севера. Благодаря его авторитету, настойчивости, бойцовским качествам решались многие, казалось бы, неразрешимые вопросы.
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия имеет вес не только в республике, но и за ее пределами. Человек в самом высоком смысле этого слова. Им всегда руководят порядочность, совестливость, чувство справедливости. Народы Севера воспряли духом, почувствовали уверенность в завтрашнем дне. И во многом это заслуга Андрея Васильевича Кривошапкина. Или биден таргап баргар. Балака дола. Я тачимни. Это мен я тачим тара. Боже. Я Эвен, и тем горжусь, языком своим горжусь, все заветные слова в нем с волнением нахожу. Он сумел в себя впитать глубину и широту, все, что мне пропела мать, ее душу и мечту, веру в будущность свою, возрождение свое. У истоков создания Ассоциации коренных малочисленных народов Севера стояли многие активисты общественного движения. Сегодня имя академика Василия Афанасьевича Роббека вписано золотыми буквами в народную память. Его деловые качества, сердечность, академический ум – это пример достойного служения своему народу, беззаветной любви к родному языку, к народу. Настоящий Илькен Бей. Огромная тайга живет своей жизнью. Оленя-упряжка, ведомая уверенной рукой хозяина, несется вперед. На нартах укутанный мальчик сквозь ресницы смотрит на полную луну. Маленькому Васе до слез жалко маму, которая осталась дома. Впереди видна спина отца. Густой пар клубится от дыхания подуставших оленей. И луна, равнодушно взирающая на землю. Это воспоминание из глубокого детства академика Василия Афанасьевича Роббека. Событие, оставившее неизгладимый след в душе маленького эвенского мальчика. Вот он мерте, иген кидабайлны, ох татар берипте ректор ойтык. Чик мандуттов, мут торанте, торы эрелтан, мут тыгылгамыр эргыр огараптан. Мут балдарыр торанты, торайлан, эргыр улдалран гоникан, насаякчарда мандутникан куркатчитта. Эрбидан балдарыр торанты, эргыр улдалдан мут торыңыт ойдалан, тыгылганте эргыр огараптан, аймакан. Культура любого народа базируется на родном языке. Она отражает его мировоззрение, знания и представления об окружающем мире, включая способы его освоения. Поэтому с потерей языка мы утрачиваем также и значительную часть культурного наследия и большой объем знаний. Владение родным языком помогает людям чувствовать себя уверенно в меняющемся мире, является одной из адаптационных возможностей человека. Бейтен, насакшан бей, вот бейен, мыдгынден тагая яннан. Жам кученнан эрак би эрак мен торайми амгороко, вон гун мен ача bijен гуникан. А торана гун мен ача. Тора мор явот ми инжип, метап. Тара. Би kokada ko uvudich ilkan uvudich ikadi achabimnan hagdel manodop tiek muta achal tarbo gela bol hurkot tarakam ngida atan ikad atan dayar ilkan uvudich uvudi ikaw ikadi hunyakando hadalatun Hirushachi
солнце начинает свое движение, поднимается из-за леса. Люди в глубоком молчании ловят на себе первые лучи нового солнца и Нового года. Эвены считали свой народ людьми неба и солнца. Нянин, нян нюлтен бейлни беп. О, великое солнце, духи местности и дух природы, слушай, для счастья будущих поколений кочевых эвенов, сохраняй своих золотых оленей. Хутаня мәңән оралбут, айот бифкели. Обыды тары бой бу аймакан турми. Обыды докастыры бой хоай турми над. Доктаман ёб ками, калда да бачата ко киригала ёб ками. Тара бакачам мен диякан. Рак тикра беремаду би аңи бихижин тарасан быйыл бу эргар турутта. О тажында ба кусачин. Аман тай кайли бертан хавдан жаддам. Ахон беремо тикар ту биннак тагушенда инахара. Тон Erekto gulu hanya istalakan tajem mandu cimenj. Men gumi juga ni obedi toren bidang goni kan. Yana ter ok tabi kan nastar tukui tikaran istalakan obedi toren mul ay makan teruk kalda. Obedi torari obedi ikari obedi dugri boy hoyo badang goni kan. Arabi biniu. Ya dokter jen. Guhkan ya tarak juga dun gurgab sheddam erg juga dun tak sheddam awadi toren ini bihikan mod bahal gun minti ergar injin tore bar am ngajib mod hitel jib barib jib Эвенский дух высок, как облака, непоколебим и крепок, как алмаз. И если мы здоровье наших душ передадим потомству, то тогда в чреве мироздания мой народ рождаться будет вечно, чтобы жить. I'm a